Ну вот, начало уже есть, ребят. Это получается грибы для соления. Вон второй. Ребят, чисто случайность я просто наткнулся на вот этот красноголовик. Я смотрел вон туда, а потом повернулся, и я увидел подосиновик, ребят. Да. Ух, вы даже не представляете, как он вкусно пахнет. О, слышите? Этот тоже ништяк. Ребят, хороший. Я счастлив, я нашел. Я нашел, что искал. Пока еще хорошо. Вот я вытряхиваю, и смотрите, как отходит вода. Надеюсь, видно. Прямо он отходит. Вот, смотрите. Тоже просто отличный. Такая шляпа, ребят, и вообще здорово. Всем привет из Коми. Привет от Олега. Очередной выход в лес, в тайгу. С утра был дождь. Сейчас перестал и решил сходить. Знаете, где-то 2 дня, наверное, я уже после прошлого похода не ходил. И дожди идут. Может, удастся найти. Пособираем грибов. Так что приятного вам просмотра, ребят. Честное слово, вот посмотришь, и как будто середина сентября. А сегодня 23 августа. Смотрите, сколько листвы выпало уже с деревьев. И каждым разом все больше и больше становится. Несмотря на дождь, ребят, смотрите, свежие следы. Туда и обратно уже пришел человек. Вот. Свежие следы. Но как бы там ни было, все равно. Бывает после грибников очень много грибов остается. Ну и когда уже грибной сезон начинается, он гриб круглосуточно выходит. После дождя ягель стал сырым, всем безопасным. И так мягко идти, не шуршит ничего. Так вдоль дороги сперва пойду, потом уже вглубь леса зайдем. Прошлый поход я пошел за черникой, а набрал еще грибов. Получается 3 подосиновика, если не ошибаюсь, и 1 белый. Хорошие грибы, между прочим. Были не гнилые, и мы их пожарили с картошкой. Хотели суп сварить, но с картошкой пожарили. Очень вкусно получилось. Нормального пока ничего не увидел. Вот старые грибы, высохшие, гнилые. Ну, есть сыроежки. Вот они. Но мы их не собираем. Вот они, ребят. Свежие такие вот. Я даже не знаю, как их готовить, ребят. Летом белка себе даже 2 штуки их. Вон он. Один бежит. И вот еще вот тут. Ну как вам приблизить? Вон один. Убежал, вон как прыгает, ребят. Второй вот на ветке сидит. Лежит, даже не сидит, а лежит. Может, отдыхает. 2 штуки я вот вижу. Сейчас я пугну. Надеюсь, убить. Не боится. Он маленький такой. Шевельнулся. Ну, надеюсь, увидели. Самое главное не показать вам. И прыгнула.
я не знаю, в кадр попал или нет, я из поля зрения я потерял. Вот такие дела. Ну, белка, она дешевый, но охота на них открыта осенью. Можно тоже добывать. Ребят, случайно я заметил, вот, смотрите, куртка, вода попадает, и он просто скатывается. Вон, вода. Видели? Водоотталкивающий материал какой-то. Сейчас еще покажу. Найти бы, где эти сырость. Вон. Надеюсь, видели? Вон как скатывается. Как знаете, вот, бывает из градусника ртуть. Вот, смотрите. Просто скатывается. Он не пропитывается. Вот. Вот. Просто выпадает. Материал интересный. Ну вот, начало уже есть, ребят. Это получается грибы для соления. Вон второй. Я сегодня ведро не взял. У меня такая будет в планах набрать подосиновики и, если будет, то белые грибы. Ну, для варки, для жарки. Но уже после дождей начало есть. Я уже увидел, что для соления грибы начинают выходить. Хотел сегодня собрать еще чернику. Ну, этот костюм, который на мне, жалко пачкать, если честно. Ну, он очень уж как-то красивый. Вот. Чуть позже я вам покажу полностью этот костюм. Костюм медведица. Летний вариант. У меня есть и зимнее сукно. В моих фильмах вы видели. А сейчас в данный момент даже и летний уже есть. Очень хороший. С разных ракурсов вам снимаю. Вы просто тоже присмотритесь. И костюм водоотталкивающий материал. Интересный. В прошлый раз я тут ходил, сегодня чуть вон там стороной пройду. Представляете, сколько черника у нас. В этом сезоне их много. Вот. Ну и также, ребят, у нас созревает брусника. Вот. Хотел сорвать там и съесть, но они белобокие еще, как бы недозрелые, и они не такие сладкие. А этот вообще темный такой кустик. Ну этот хороший. Вон. Вышел на дорогу. Ну, свежие следы тоже есть. По дороге ездят на машине. В основном на УАЗиках, на Нивах. Кто-то чернику собирает, кто-то грибы, кто-то на рыбалку ездит. Ну, примерно, наверное, метров 300 прошел по Ягелю. И кроме сыроежек, вот, их очень много кругом. Нормальных грибов нету. Вот проверенный гриб один. А новый выход, как ни странно, пока. Ну, не даст, вот там тоже старый гриб. Вон старые там боровики, видать, выходили крупнее. Но проверенные, вот смотрите, уже тоже проверяли. И все, больше я ничего пока не вижу. Ребят, грибов нету. Ходил, искал. Ну, сейчас еще подальше пойдем, сходим, конечно же. И, знаете, вот спряталось солнце и тучи собираются. Наверное, может и дождь будет. Пока дождь не начался, я в 2 словах расскажу про этот костюм. Смотрите, костюм медведица. Как сказать, медведица летний вариант. Костюм, материал канвас 100%, ну и хлопок еще тут. Знаете, вот я вам в начале ролика как бы показывал, как вода скатывается.
И этот материал, видимо, водоотталкивающий. Вот так он смотрится на мне. Вот. Вот как выглядит. По размеру совсем подошло, как бы, ну, вот, как будто на мне и шито для меня. Вот, смотрите. Не к чему придираться, вот солнце опять выглянуло. Ну что, тут у нас получается 2 нагрудных кармана, здесь еще для руки 2 кармана, не глубокие. И на костюме, вот еще на рукавах, тоже не глубокий. Вот, все, вот такая глубина этого костюма, этого кармашка. Здесь получается то же самое, не глубокий, вот в ладоши. Ладонью. Тут получается есть такой вот, чтобы что-нибудь можно прикрепить. Еще туда глубина как-то идет. 2 нагрудных кармана. Молния. И снизу получается еще вот такая вот пуговица одна. Все. Вот. Молния так. Ветрозащита. Обычно сверху. И на костюмах горка обычно сверху и на пуговице. А здесь под молнией, вот он как закрывается тоже. В принципе, бывает, если этой подкладки нету, если нет подкладки, то когда ветреный день, через молнию проходит ветер, или вы на мотоцикле, или квадроцикле, прохладно становится. Здесь получается вот такая сетка. Ну, говорят, очень прочная. И на разрыв, скажу вам, крепкий. Для документа вот тут на молнии тоже все сделано. Вот тут я вижу, у меня смартфон в этом кармане. Все как бы видно, где, в каком кармане что лежит. Вот. Ну и говорят, что когда такая сетка, она тело дышит. В принципе, по куртке все рассказал. Здесь получается еще на спине вот такой, как бы, когда вы загибаетесь или еще что-то снизу достаете, обычно тут, если одинарный материал, он жмет или еще, а это как бы тоже вот продуманно все сделано. Но мне понравилось, ребят, честно говорю. Я, как сказать, своим зрителям плохое не буду советовать, показывать. Потому что эта куртка, костюм, уже много обзоров я смотрел, много отзывов, все положительные отзывы. Вот так все это выглядит. Дальше тут у нас получается капюшон. Вот так все закрывается. Вот. Ну и сзади есть регулировочный шнур. Можно там отрегулировать. Вот тут. Вот. По костюму, по куртке все показал. Очень удобно сидит. Прям вот хорошо. Это второй костюм за этот год, который я вам показываю, и прям душа радуется, очень четко шьют. Ну, материал сам по себе какой-то вот, знаете, вот как вот на ощупь, как будто вот на ощупь брезент, плащевка, вот такие вот, тенд или что там, тенд, вот что-то вот это. Ну, под дождь еще не попадал, может сегодня попадем, там, пропускать будет или нет там. Так, по штанам. Сейчас ниже чуть-чуть сделаю для вас. Вот. По штанам. Здесь подтяжки нету, боковые карманы. Здесь сзади резина. Резина не тугая, хорошо сидит. В общем, 2 слоя наколенник, 2 слоя и
Получается боковые карманы. Здесь карман. У меня тут ключ, нож. В другом кармане аккумуляторы для съемки. Второй карман. И лишнего ничего такого я не увидел. Еще чтобы карманы где-то. Так, ну и сзади еще вот так выглядит. Вот сзади. На пуговицах кармашки. Тоже не глубокие. Как ни странно, вот все карманы не глубокие. Вот и все. Очень плотный, хороший материал. Действительно, для тайги, для походов тоже, я скажу вам, прям отличный. Ну и у меня ремень тут. Вот. Ремень. И кроме этого еще вот тут резинка. Вот тут. Как бы без ремня можно. Когда ходишь, конечно, штаны, когда набиты карманы всякой мелочью, от веса будет скатываться штаны. А так можно и без ремня ходить. Хоть на танцы. Смотрите, ребят, как все четко сшито. Прям лишнего ничего нету, не висит ничего. Вы видите, как все это смотрится. Вот. Ну, примерно вот такая обновка у меня. Вам показал. Что еще сказать, ребят? Это получается... Ссылку я, конечно же, оставлю в описании. Это компания sukno.ru, наверное, если не ошибаюсь. И костюм метелица летняя. У меня зимний костюм Sukno вообще идеальный. Всем рекомендую, тоже зимние костюмы там есть. И вот летние уже шьют. Размеры также я свой размер дал. Груди, живота, ниже пупка, вот такие размеры. И рукава. Я сразу сказал, что у меня руки очень длинные. Как ни странно, ну, длинные руки. И сразу сказал, рукава мне подлиннее сшить. Но все равно, чуть-чуть я бы еще добавил сантиметра 3. Ну или сюда манжетку. Придется, может, даже пришить манжетку. Вот такая манжетка, которая вот костюмы с манжетами идут. И думаю, хорошо будет все. Ну, примерно так. Небольшой обзор для вас, ребят. Кому интересно, переходите по ссылке и заказывайте. Честно говорю, костюм хороший. И для зимы, для осени, для осенних походов там Sukno. Можно там просто куртку заказать, можно штаны тоже вместе. Я куртку заказал, мне достаточно. Вот костюм вот такой вот, не короткий, даже и ягодицы все закрывает. Здесь получается еще резинка. Вот. Ничего нигде не жмет, все хорошо. Прям великолепно. Прям великолепно. Ну, примерно так, ребят. В описании ссылку оставлю. Продолжаем поиск грибов. Сейчас еще вот полукругом тут пройдусь. Ну и дальше по дороге еще, наверное, поднимусь, там глянем. Или по этой тропинке даже, наверное. Здесь в прошлый раз вроде чернику собирал. Вот сейчас не хочу я их собирать, а они появились опять. И как будто их много. Вот начнешь их собирать, и почему-то они прячутся, как и грибы. Понимаете? За грибами пойдешь, грибов нету. Чернику не хочешь собрать. Вот он, издалека я их вижу, прям много их. Вкусно. Черника вкусная. В прошлый раз вот я здесь собирал, ребят. Мы 2 дня эту чернику ели с сахарным песком. Виктор он даже в кашу добавляла. Говорит, каша с ягодами.
действительно, как сказать, вкусно. Я люблю просто вот сахарный песок туда сверху сыпешь и просто вот так ешь. Или же с молоком, очень вкусно. Попробуйте с молоком. Любые ягоды с молоком. Знаете, вот это как можно землянику, можно и клубнику. Знаете, как это называется? Как окрошка или что там, как салат. Вот вы делаете и туда квас. А здесь вот ягоды и молоко. Сахарный песок еще можно добавить. Очень вкусно, попробуйте. Вот. Вот видите, я иду и ни одного гриба я просто и не вижу. Ягод много. Ягод просто завались. Так белые еще вот эти. Черника, ой, брусника еще белая. Интересно, насколько сырая земля тут. Вот смотрите, сантиметра 3, наверное, от силы. Там уже сухая земля, вон. Сухая. Недостаточно влаги еще, ребят, поэтому и грибов нету. Вот она. Да. Только-только начали собирать муравейник. Большие они, крупные. Теплый воздух почувствовали? Разволновались. Тут много этих ходов у них. Так мне интересно узнать глубину, вот это все, ширину и как они живут. Интересно. Дед рассказывал, где-то читал, они 40 метров в глубину они заходят в поисках воды. Это да. Ух, здесь сразу запах сразу появится. Интересно наблюдать. Работяги, конечно. Какие бревна таскают. Сейчас поможем, на бревна тоже поставим. Не понимают, откуда это появилось. Просто интересно наблюдать. Они крупные здесь. Не, быстро, наверное, соберут здесь они муравейник. В будущем году еще больше, выше станет. Вот так. Я вдоль дороги иду. Сейчас скоро уже курилка первая будет. Там решу, как дальше. Но еще схожу подальше и проверю. Может, где-то найду чернику. И чтобы в следующий раз уже туда сходить за черникой. Кто его знает, на первую избу, когда я поеду. А здесь по утру могу на пару часов прийти, там тук-тук-тук собрать. Так что разведаем. Погода, то солнце появляется, то наоборот прячется. Белый гриб. Боровик. Проверили? Ух. Красота-то какая. Гнилой. Ну, черника хорошая, еще упругая. Там туча поднимается. Сейчас, ребят, постараюсь показать. Смотрите. Целое ведро тут раскидано. Вот это сыроежки. Целое поле. Вон там, туда и дальше идет. Вон он. Ягоды. Ягоды, говорю. Вон он, грибы. Сыроежки. Целое ведро. Бери не хочу. Но их никто у нас не собирает. Еще раз повторяюсь. Вон хорошие какие. Упругие. Не знаю, надо тоже как-то уметь его готовить. Первая курилка. Вот она.
Многие тут отдыхают. Прям вот на месте эта курилка стоит. Вот именно вот как будто с развилка вот оттуда идет дорога, откуда я пришел. И здесь основная дорога. Но по основной дороге далеко пешком ходят. И здесь обычно там сядут там и отдыхают. Не знаю, сколько он простоит еще, может, и через пару лет он просто сгниет и свалится, но сейчас в данный момент хорошо. В солнечный день тенек такой. Отлично. Грибов нет. Вообще класс. Легко идти. А когда много грибов набираешь, как в прошлом году, целый рюкзак тащишь. Сейчас просто прогулка получилась. Ладно, я еще схожу дальше. За мост туда еще схожу. Видите, как прям видно, что там туча такая дождливая. Не то самолет, не то гром гремит. Не гремит, ребят. Гром. Так, ручей течет. Это у меня с соседом с Николаем споры были. Говорит, что не течет. Течет, конечно. Вон он. Как это не течет? Ну, все лето. Вода шла тут. Всем гостям этого канала напротив Комы. Ну и кто уже подписался, но еще не знает, что у меня есть еще второй канал. Называется Будни Олега. Ссылка в описании тоже оставляю всегда. Короче, все новости я там постоянно говорю, что происходит, что со мной, где, что, как, когда. Вот сегодняшний день я выложил также фильм там, ну каждый день выкладываю в принципе. И я рассказываю там, какие путевки взял, что почем. Так что обязательно подпишитесь на оба канала. На Продевкоме, вот, что вот здесь вы фильм смотрите. Ну и на второй канал обязательно также подписывайтесь. Есть еще дзен-каналы, в описании ссылка тоже есть. Все, везде вы подписывайтесь, не теряйте меня. Так что, если хотите смотреть фильмы про походы, вот сегодня у меня тоже поход в тайгу получилось. Понятное дело, без грибов, но все равно. Я еще иду, знаете, вон там наше село, вон где туча идет, гремит гром. А я еще от села дальше и дальше иду. Может даже и под дождь попадем. Здесь еще проверю я черничное поле где-нибудь, может, найду на будущее. И там ягель еще дальше будет. Может, до туда я сейчас схожу. Ну и далеко тоже идти, как бы не очень хочется. Погода, видите, как гремит. Зашел в тайгу. Сейчас глянем. Да. Вот тут в прошлый раз тоже ходил, вроде черники много было, но и знаете, вот я смотрю, знак какой-то висит. Свежий. Остатки, ребята. Похоже, что здесь уже ходили. Вот видите, туалетная бумага висит. И там повесили на листе. Это говорит о том, что он свежий. Это знак. Знак того, что тут уже собирали. И как бы, чтобы не теряться, вот такие вот бумаги вешают, пакеты, бутылки. Муравейник, смотрите, ветер поднимается жестко. Может, ветром унесет это. Под дождь не попаду. В принципе, черничная поляна, конечно, но тут уже мелкая ягода.
Она есть, вон она. Черника-то есть. Как ни крути, все не соберешь. Где-то что-то оставляют. Вот она. Видите? Но мелкая черника. Вот смотри. Муравейник какой хороший. Огромный. Тут заканчивается тропинка, и там уже начинается болото. И по осени, ребят, вот тут люди заходят и полдня где-то, больше половины дня, собирают каждый день ягоды. У кого поясница крепкая, у кого хорошее здоровье, осенью можно, конечно, хорошо подзаработать. Вот. Вот она тропинка. Здесь и там проходит. Здесь буранится даже, наверное, как думаю. Вот. Это большое болото. Здесь начало, конечно, вот такой вот лес лиственный с соснами. А дальше уже там пустырь. Я зимой вам показывал фильм, где я там на буране проезжал, и там находится у гусятников шалаш, типа шалаша. Должны помнить, кто смотрит, кто не пропускает мои фильмы. Вот, если здесь напрямик, прям на этот шалаш можно выйти. А отсюда еще дальше у меня уже как бы наш шалаш, где осенью буду я вам также снимать, показывать, косить, подготавливаться к весенней охоте. Как бы планы есть, посмотрим. Вот. Тут, в принципе, я грибов не нашел. Где-то еще такая, где показалось, где-то вроде один большой гриб был. Тоже очень много сыроежек. Прям вам поляна, смотрите. Вот. Прям очень много. Придет время в сентябре. Так у нас будет выходить для соления грибы. Грозди. Вот так. Конечно, надо место знать, искать. Здесь видно, что здесь сбор ягод был. Ребят, чисто случайность. Чисто случайность. Я просто наткнулся на вот этот красноголовик. И не думал, что сегодня кого-то я найду, какой-нибудь гриб. И этот гриб хороший. Вы сами видите. Я плохие не беру. Ножка оставляем. Он мне не нужен. Вот такая корзина у Олега. Это пакет. Все село у нас так собирает. Ничего страшного. Да, нашли еще такие. Я не ожидал. У меня вообще уже надежды нету, чтобы что-либо сегодня найти было. Ну вот, как видишь. Рано сдаваться. Иди, говорит Олег, дальше ищи. Так. Это что тут? Тоже хороший. Вдоль дороги увидел случайно. Чуть-чуть, конечно, он такой вот. Ну, я не знаю, как это называется. Шляпка вот чуть-чуть почернела. Но гриб сам по себе хороший. Вот так вот. 2 штуки уже. Там поганка похожа на лисичку. Так, идем дальше. 2 штуки. Вообще класс. Ребят, видите, нет. Вон там, чуть подальше. Я увидел. Я смотрел вон туда, а потом повернулся, и я увидел подосиновик, ребят. Вот он. Красивенький такой, ребят.
Ножки такие тоненькие. Совсем тоненькие, длинные. Интересные ножки. Вот он. Вот это да. Вот это хорошечно получилось. Вообще здорово. Третий гриб. Ну, считай, уже можно сварить суп. Из этого уже супчик получится. Небольшая кастрюля, скажем, 1,5 литра достаточно. Ладно, идем дальше. А вдруг еще сейчас там круг пройду. Проверю. Пока в данный момент, ребят, грибы попадают не в ягеле где-нибудь, а именно где большой мох. Высокий мох такой. Так, не поленюсь, спущусь. Наверное, все-таки там для соления гриб. Может, ошибаюсь. Да, это для соления. Мы называем путник. Я не знаю, ребят, как по-вашему вот этот гриб. Он молоко выходит. Немножко, конечно, черви там тоже наследили. Вот он хороший, вкусный гриб. Из-за засухи он чуть-чуть суховат, а так он обычно слизью, сверху слизь. И, блин, просто объедение, очень вкусный гриб, поверьте. Вот в таких местах он и выходит. В основном в сорном лесе, в лесу, возле стариц, также, знаете, возле стариц он выходит и возле озер. Вот этот гриб. Да. Вы даже не представляете, как он вкусно пахнет. Соленый гриб. Ради этого стоило сегодня вот сюда и прийти. Все это в будущем, это осенью, конечно же, многие будут их ведрами собирать, солить. Прям вкусно. Очень вкусно. Брать не стану, один гриб только. Пускай уж тут гниет. Был бы десяток хотя бы. Или же пол ведра. А тут только один. Но все равно уже, видите как, дело идет к осени, и он начинает выходить. Да, еще сорный лес, и в основном, где ельник, вот в таких местах он выходит. Береза, ельник и осина. Ай, нанюхался я этого вкусного гриба. Обалдеть, как хорошо. Он тоже уже гнилой, крупный. Фух. Уже все. Уже думаю все. Хана. Ну да. С ножками хороший, красивый. А внутри вот такая каша. Даже не представляете. Просто меня раздражает то, что, блядь, показывает, что вот они с ножками берут, так целые корзины собирают. Гнилья говнана. Фу. Надо всегда в лесу проверять. Резать, ломать наполовину. И посмотреть, что внутри. Вот такой небольшой ягель. Проверил, тут тоже ничего нету. Идем дальше. Вон та туча была позади нас. Вон там наше село. С южной стороны солнце там. И знаете, вот по ходу слева обошел эта туча. Или же только поднимается, тоже идет на нас. Чернота. Вот тут еще ягель посмотрю. И уже там решу, дальше идти или уже возвращаться. Мощно загремело там впереди. Гремит.
И вроде уже немножко так копать начало. Сейчас еще тут пройдусь. Тут тоже небольшой ягель. Такой островок. Только сыроежки. Сыроежек много. Хотя бы один еще подосиновик найти. Вообще здорово было бы. О, слышите? Обычно, знаете, ребят, в середине июля это гром, молнии, шум, гам. В этом году, знаете, конец августа скоро будет. Наконец-то начало греметь. Думал, тут нормально, а там тоже плохие грибы. О, зашумел тайга. Сейчас потемнеет. Страшно станет. Боитесь? Нет. Одни в лесу находиться. Да еще гремит. Не очень приятно, если честно. Непонятно. Вот. Знаешь, вроде и гнилой. В то же время, в принципе, можно брать. Но, знаешь, вот старости, что ли, я не знаю. Но он очень легкий какой-то вот. Ну, пока донесешь, из гриба ничего не останется. Вот такие лепешки, блин. Ну, туча уходит. Вроде стороной от нас. Все, ребят, прорвало. Начал идти дождь. Нехило так. И заодно испытаем костюм. Вон, смотрите. Прям отходит вода. Вон. Интересный материал, конечно. Ну, видно будет, домой дойдем. Если под дождем будем идти. Там уже выводы сделаем. Вот, а сейчас я буду возвращаться, ребят. Ну что, дождь прошел. И даже усиливается. Туча дошла до нас. Короче, да, и на ягоде просто грибов нету. Грибов вообще нету. А другой раз приду, другой раз будем собирать. После таких дождей, может, и еще выйдет. Сезон только начинается. А там дальше, если идти, там только ягель. Места такие ягельные. Вот. Сосновый бор. Короче, все, ребят. Если будет что снимать, включусь обязательно. Вон как. Дождик, дождик. Дождик. Ух. Вот так вот. Хорошо. Все здорово. Пойду, хватит. 3 штуки нашел. Нету. Больше я не увидел. Вон там большие гиганты, которые уже, знаете, вот, пересгнили уже, можно так сказать. До такой степени уже большие. Просто они. Вот. Как бы хорошие, в то же время и... Нет. Пока почистишь, там ничего не останется. Вот еще. Тут маленький, что-то похоже на гриб тоже. Тут что-то похоже. Проверим. Вот это хороший. Этот хороший. Этот тоже ништяк. Ребят, хороший. Я счастлив, я нашел. Я нашел, что искал. Ну, вон вот этот крепыша ножку тоже возьму, потому что чувствую, он хороший тоже. Да нет, не буду брать.
Грязный какой-то совсем. Нашел еще 2 гриба. Вообще отлично. Вот гнилые. Где не думаешь, там и находишь. Ух, как начался дождь, ребят. Прям хороший дождь. Настоящий грибной. Может, всю ночь еще будет идти. Вон оттуда я вышел. Вот здесь на дорогу вышел. Буквально 15 метров прошел. Вот гриб, ребят. Вот это фартануло. Ух ты. Такой хруст хороший. Берем. Бля, вообще отлично. Вон там еще один. И видите, я про мох говорил. Мох. Не ягель, а именно мох. Вот. Этот помягче. И тоже хороший, вон он. Тоже берем. Вот так вот. Вообще отлично. Я там шел подниматься и зашел в ту сторону. А здесь вдоль дороги и никто не забрал эти грибы. Я говорю, после грибников можно найти еще грибы. Все не уследишь, не усмотришь. Фух. Вот это дождик начался, блин. Видите? Вон я, ребят. Пока еще хорошо. Вот я вытряхиваю, и смотрите, как отходит вода. Надеюсь, видно. Прям он отходит. Я не знаю. Материал такой. И я, когда вам показывал этот костюм, я говорил, что он похож на брезент. Что-то похоже на брезент. Пипец. Но это первоначально. То посмотрим. Сейчас до дома дойдем. Опачки. Опачки, ребят. Один точно должен быть хороший. Поменьше который. Вот этот. Вот он, счастье-то где. Этот тоже нам неплохой, в принципе. Вот. Смотрите. Тоже просто отличный. Такая шляпа, ребят. И все здорово. Фух. Ну что сказать. Не только на суп я уже набрал, а набрал уже и на, как сказать, на пожарить. Можно с картошкой, можно просто так. Фух, не ожидал. Вот такой конец сегодняшнего похода. Очень много грибов нашел. Вообще отлично. Вот отсюда я ломал грибы. Посмотрел в сторону. Вон еще один. Опа. Хорошие, ребят. Тоже хорошие. Вон полный пакет уже у меня. Вон они какие. К осени, конечно, меньше червей. Да. Просто я не думал, что тут будет еще где-то грибы. Просто не ожидал. Я уже смирился, думал, там 3 гриба нашел. Пойду домой. Ну, все отлично, все, сейчас я уже, по сторонам немножко буду смотреть, а чтобы куда-то заходить там, нет, не буду. Видите, нет. Это тихая охота. Оттуда шел, я бы не заметил. А так вот, левым глазом я, увидел. Здесь тропинка тоже идет, смотрите. Хочется туда и сюда, и видите, в каком месте гриб выходит. Не на ягеле, а именно на мху. Где большой мох.
Здесь, знаете, вот этот мох хороший для постройки дома, избы. Вот такое вот место такое, вот смотрите. Здесь набрать и на этот мох построить дом. Дом хороший. Дом. Почему на мох? Сейчас межвинцовые утеплители строят на межвинцовые утеплители. Но он, знаете, межвинцовый утеплитель промокнет, вода попадет, он сразу не высохнет. И будет влага, там будет гнить, плесень. А мох это тот же самый, как же это? Антисептик. Антисептик, ребят. Мох это антисептик. И он, во-первых, влагоотталкивающий. И антисептик. Он сырости не боится ничего и сохнет. В общем, старые люди, конечно, все дома, избы строили на это вот плохие грибы. На мох. А сейчас, конечно, мы люди все, что быстро сделать. Если есть деньги лишние, то лучше межвинцовый утеплитель купить. И я баню в прошлом году зимой и то межвинцовым утеплителем. Там на одном месте там, целый венец возле потолка там утеплил. Ну, зимой откуда мох? Вот. Ну, иду болтаю. Тоже случайно увидел. Чисто случайность. Вроде хороший там на вид. Смотрите. Чуть-чуть с червями, конечно. Да. Такой мясистый с червями. Ну да. Красавец, но гнилой внутри. Выхожу из тайги. Все. Короче, как начал дождь идти, не переставая. Все, шел и идет. Вон там основная туча в стороне уже. Ну, дождь нам нужен, если честно. Пускай поливает. Днями и ночами. Это хорошо. Это все уже пересохло. Я вот так выгляжу, ребят. Весь сырой. Да. Хорошо. Погодка. Солнечно, ясно было. Ну, я ожидал, что попаду под дождь. Так и получилось. Ну вот, ребят, я уже почти дошел. Ну, не почти, а я уже у реки. Сейчас буду переходить речку и пойду домой. Что сказать насчет сегодняшнего похода? Вообще, поход великолепный получилось. Вот столько я набрал грибов, полпакета. Очень много грибов. Все хорошие. Но дома буду чистить и пожарим. Кому интересен, вот такая куртка. Переходите по ссылке, присматривайтесь и заказывайте. Ссылку я оставлю в описании. Основное, воду держит. Вот, но это не плащ. Куртка сам по себе, костюм хороший, великолепный, так как он из крепкого материала и за каждый сучок не порвется. Ну и всем спасибо, кто подписался и поставил лайк. Ждите новые походы. Все, до новых встреч. Пока-пока.